Добрый день, меня зовут Габышева Анжелика, и сегодня я пришла на самую главную научно-практическую конференцию 2019 года «Шаг в будущее». В этом году стендовая защита конференции конкурса имени Владимира Петровича Ларионова проводится в ЦСП «Триумф». Предположительно, участвует 1200 школьников, попавших на региональный этап. Здравствуйте, меня зовут Марина Ильинична Косолбаекова, я являюсь старшим преподавателем кафедры английской филологии Института зарубежной филологии и регионоведения нашего университета. Конференция «Шаг в будущее», республиканский этап, проходит уже 23-й раз. В данной конференции собираются самые лучшие школьники со всей республики, которые внесли определенный вклад в исследования в различных сферах науки. Я, например, являюсь экспертом в секции иностранные языки, то есть вообще есть секция филология, которая разбивается на 4 подсекции. Допустим, есть подсекция русской филологии, иностранные языки, якутская филология и сравнительно-сопоставительное изучение языков. Данная конференция дает, мне кажется, школьникам дальнейшую пищу для размышления, как можно дальше развивать их научные работы. Они получают отдельные советы от экспертов, которые являются также экспертами в их области по филологии, в нашем случае по иностранным языкам. И с помощью этих вопросов, замечаний, рекомендаций они дальше развивают эту тему и приходит уже на следующий год. Получается, школьник, который начинает работать с 5 класса, он может с этой темой, с этой работой принимать участие в различных конференциях до 11 класса. То есть буквально 6-7 лет он может продолжить исследовать одну и ту же тему. Это, наоборот, очень хорошо, и это мы ценим. То, что ребенок не бросает свою тему, а дальше развивает и продолжает исследовать. С какими же проектами приезжают дети с разных концов республики? Представьте, пожалуйста. Меня зовут Иванова Саша, я из Вилюйской школы номер 2 имени Геннадия Семеновича Донского. Расскажи о своей работе. Моя работа называется «Улитка Ахатина, мой домашний питомец». Моих улиток зовут Том, а это Джерри. Я Романова Лилиана, я ученик 6 класса МОБСХ гимназии. Расскажи о своей работе. Тема моего доклада – якутский национальный вид спорта тутумергир как средство развития физических качеств учащихся. Ваша цель? Цель? Я хочу, чтобы на уроках физкультуры у нас был тутумергир, и мы улучшали свои физические качества. Спасибо. Меня зовут Леонтьев Иван, я из 5 класса, я живу в Аймаконском Малусе. Расскажи о своей работе. Моя работа называется «Воздушная трасса Алсиб. Судьба аймаконцев». Почему именно эта тема? Мне стало интересно узнать о своем родном крае. Я Игнатьев Вася, ученик 5 класса Легойской средней общеобразовательной школы у Салтанского улуса села Каптене. Расскажи о своей работе. Моя работа – выявление эффективности физического развития и распространение игр у учащихся. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, я ученик 6 класса Хатанской школы города Якутск. Расскажи про свою работу. Моя работа называется робот-чертежник. Я начал делать роботов с детства. Мотор первый передвигает стол при помощи шпагата. Мотор второй передвигает колонку с фломастером при помощи шпагата, а мотор третий опускает и поднимает при помощи шпагата фломастер. Сейчас я покажу программу «Куб». Скворцова Татьяна. Расскажите о своей работе. Моя работа – проект модернизации систем буровой установки.
В принципе, я усовершенствовала буровую установку и предлагаю повысить ее КПД. Буровой установки, оно коэффициент полезного действия буровой установки, что в итоге приведет к снижению цен на нефть в нашей стране. Также повышению внутривалового продукта Российской Федерации. Меня зовут Шатарин Данил. Я Цкор Ангелина. Расскажите о своей работе. Наша работа – это беспилотный летательный аппарат на водородном элементе. То есть наша цель – это создать летающий аппарат на водородном элементе. Почему вы выбрали именно эту тему? Водородное топливо – это экологически чистое топливо. И получается, это будущее наше. Нефть, она сильно загрязняет атмосферу, водород же намного чище нее. Поэтому мы решили попробовать. Меня зовут Когдаров Петя, ученик 5 класса Ангинской средней общеобразовательной школы имени Романа Иннокентьевича Константина. Расскажите о своей работе. Моя работа – анализ заболеваемости картофеля в период хранения. Какова ее цель? Для улучшения хранения. Почему вы выбрали именно эту тему? Потому что эта картошка наша основная еда. Из 10 рекомендованных проектов НПСОШ номер 2 приняли участие 7 проектов. В этом году есть новшество. Каждый наблюдатель может проголосовать за понравившуюся работу, и благодаря этому выбору школьники могут стать обладателями номинации «Общественный выбор». Сегодня 9 января. Подведение итогов будет 11 января на сайте Малой Академии наук РСФ. С вами была Габышева Анжелика, Демилия, студия НПСОШ номер 2.